Евгений Шевцов больше 10 лет занимается фотографиями. Он вырос и живет в Ингушетии, поэтому большинство работ отражает Кавказские горы. Его вдохновляет народная самобытность. Евгений вместе с дочкой рассматривает картину, которую срисовали с его фотографией. Вы знаете, мне понравилось на самом деле, очень красиво все передано, детально, и цвета очень приятные. Вот. Я хотел показать красоту и, скажем, даже недоступность, труднодоступность, насколько они расположены и как они были раньше построены в таком интересном и сложном месте. На стыке двух искусств. Проект связывает искусство живописи и фотографии. В новой выставке посетители сравнивают картины и фотографии с одной и той же композицией. За несколько недель фотографы отправили работы художникам, а те отобразили через полотно свое видение. Это старое селение Датых. Это один из домиков, который пустует. Вы уже видели, наверное, он как бы заброшенный дом. Ну, наша история, наша боль. Мы все знаем об этом. И если сегодня я напишу данный домик, хотя, говорят, уже его нет, я его писала по фото, это же все-таки как-никак наша история. И мы должны знать, и наши дети должны иметь представление, какие были дома, в каком времени их покинули ингуши. Ну, там надо выдержать пропорции, да, вот, когда ты увеличишь размер, масштабе надо было. И в цвете, если работать постоянно с натурой, то несложно. Понятно? Ты еще с природой, когда пишешь, ты набираешь опыт, чтобы правильно набрать цветовые отношения. На выставке представлено 14 фотографий и столько же картин. Именитые художники Лидифа Миржоева, Муса Мартазанов, Альхан Майриев, Башир Даурбеков, Магомед и Башир Кариевы перенесли фотографии на холст, под их кисти попали работы не менее известных фотографов: Розы Даурбекова, Евгения Шевцова, Тимура Агирова и Аюпа Цуроева. Для ценителей искусства эта выставка стала настоящим подарком под конец года. Выставка просто замечательная, такая атмосфера, знаете, творческая. Картины, особенно говорящие о нашем народе, то есть башни, именно вот символика вот эта вся. Именно эти картины, не знаю почему, может быть, я больше патриотка своего народа, поэтому мне ближе именно эта тематика. Интересно посмотреть, как вот фотограф в своем ракурсе увидел какой-то объект и как художник его в цвете передал. Естественно, ракурс тут художники не меняли вот этих фотографий, но цветовое решение, это все зависит. Цветовидение – это уже художник. Без цветовидения нарисовать можно научить кого угодно. Но видеть цвет – это дано свыше, поэтому, в принципе, все художники с этим, я смотрю, справились очень даже хорошо. Художники, мастера декоративно-прикладного искусства, фотографы. Здесь собралась почти вся творческая интеллигенция. В конце мероприятия всем участникам проекта выразили благодарность и наградили грамотами. К этому празднику, к мероприятию причастна Почта России. Как я и говорил ранее, что мы давно дружим, и они со своей стороны, я помню, всегда была и поддержка, взаимная поддержка. Вот. И сегодня и в целях пропаганды я считаю, что вот, то, что эти картины в фотографиях, они сейчас вот как бы и как открытки же, да, я правильно понимаю, да, и сегодня они таким образом, есть у нас возможность весь мир сегодня познакомить с нашим искусством, с нашей историей. Я хочу поблагодарить и в свою очередь вручить благодарности. Это крайний из 3 совместных проектов музея и региональной почты связи. Они сделали более 200 эксклюзивных открыток, на которых изображены выставочные работы. Насладиться живописью и фотографиями участников проекта на стыке двух искусств можно вплоть до середины января. Хава Газикова, Магомед Дидигов. Новости 24.